Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. И с вами, как обычно, Петр Цепандин, который находится, то есть я нахожусь в ресторане «Мусхая» в гастростудии у нашего Семена Тарбахова. Семен, приветствую. И к нам в гости пришел мой земляк Захар Николаевич Никитин, директор Якутского колледжа культуры и искусств. Захар, приветствую. Приветствую. Да. Буду краток и задам традиционный вопрос, который я всегда задаю. Стала быть у нас передача с уклоном на кулинарность, кулинарное ток-шоу мы его называем. С чем ты к нам сегодня пришел, что будем сегодня делать? Ну, мы сегодня будем готовить фаршированные караси и якутский саламат. Так, традиционные якутские блюда. Почему именно вот это? Ну, я вот Экскурс, историю, так сказать. подумал я, что умею, что могу презентовать, что могу готовить, но семья, жена, дети говорят, что у меня отлично получается фаршированные караси. Так. И она очень, думаю, специфическая и готовится, во-первых, быстро, ну, не так сложно, да, я так думаю. Мне так кажется. Ну, казалось бы, да. Подожди, казалось а твой рецепт, он эксклюзивный или как? Ты или где-то брал его, или чем-то там он отличается от канонов? Ну, я начну с того, что мои сестры оба повара, и они желанные гости любых наших семейных торжеств. Ну, конечно. И я видел, как мои тети, сестры готовят, и что-то у них украл, что-то свое добавил. Ну, я думаю, вот караси очень любят сметану. И когда их обмазываешь со сметаной, мне кажется, Сочность, даже да? что они радуются. А потом радуемся мы. Да. Хорошо, ну это же не быстро, поэтому давай начинать. Давайте. Давай начинать. В первую очередь, что делаем? Нужно достать, вот выпотрошить. А ты уже подготовил? Да, смотрю, я от уже чешуи очистил чешую, Ага. убрал желчь, Так. но буду честен, я до сих пор не умею убрать вот эту желчь. Ага. Это все делает жена. И чистить тоже. Как говорится, у меня, помощь зала. да, не очень хорошо получается. Ага. Так, нам нужна посуда, чтобы чтобы внутренности достать, да? Да. Вот такая подойдет? Да. Ну давай, ты вот сюда подходи. И Семен, И может быть... давайте я одену перчатки. Перчатки. Перчатки есть. Да. Да. Чтобы не запачкать. Что нам еще понадобится? Нам Лук почистить, лук, морковь, да? лук. Да, Семен будет уже тоже готовить. Лук, вот он что-то отделили, по-моему, есть. И морковка. Морковка потом. Мы ее просто зачистим. Ага, и рис тоже подготовили. Да. Чуть-чуть риса добавить. Слушай, второй традиционный вопрос, который я обычно всегда задаю. Захар, расскажи немножко о себе, а можно и немножко, да, откуда родом, и мы его-то как называем, Семен, как я дошел до жизни такой? Ну, Петр... Я уже упомянул, что мы земляки. Я земляк, Ага. родом с одного священного Эбе Тюнгулю, да, Тюнгулю и мое село Тарат стоят рядом. Ну, совсем 3 километра. 3 километра, да. 3,2 километра. Глазами можно увидеть. Пешком можно. А, собственно, они и ходили пешком. Да, мы пешком Когда в Тарате учились. начальная школа только есть. Да, в наше время только 4 класса было. 3 класса. 3 да. класса, да. И с 4 класса мы уже начали ходить в Тюнгулюнскую школу. Заранее очень готовились, чтобы драться с тюнгулюнскими парнями. Хорошо, что ты младше меня, а то бы тоже получил бы. Вот. Ну, Так, нам надо взять лук, зачистить его. родился там, окончил Тюнгулюнскую школу в 96 году и сразу поступил в то время Якутский колледж культуры и искусства на режиссера. Отучился. Так, с этого момента, почему выбор именно пал на это? Ну, я с малых лет занимался в местном драм-кружке своего села. И потом в Тюнгулю тоже у Марфы Петровны Филатовой был Учитель драматический якутского кружок. языка. Да. Да, я там был. Я к ней тоже ходил, но правда я по олимпиадам больше что-то встрел. Можно сказать, был звездой местного значения, да? Играл главные роли, был лауреатом
многих театральных фестивалей, смотров. И я думал, что я первоклассный актер, артист. Ну, как и все дети того времени, наверняка хотел стать звездой. Звездой или каким-нибудь театральным деятелем. Но Марфа Петровна вот нас учила не только играть на спектаклях. Ну, мы с ее уст, я впервые узнал, что есть такая профессия, как режиссер, который командует именно артистами. Как все должно происходить. Да, как все должно. И вот я очень хотел стать театральным режиссером. И подумал, что в колледже этому учат. А оказывается, я поступил на режиссера театрализованных представлений. Это чуточку другое. Да, это уже массовые праздники, это культурно-досуговая деятельность. Но, тем не менее, я поступил, попал у очень хорошего мастера, на заслуженного работника культуры нашей республики Ольги Аполлоновны. Это она выпустила плеяду творческих деятелей нашей республики. Женя Охлопков, да, наверняка вы с ним я вместе учился, да, со Спиридоном Григорьевым, который сейчас тоже очень известен в театральной, творческой среде. Ну и многие наши одногруппники сейчас являются у себя на родине лидерами общественного мнения. Скажем так, они продолжают, то есть отучились и продолжают деятельность в том же направлении. Да? Ага, да. Сметана нужна. Так, сметана, пожалуйста. Сметана, чеснок, перец, лук. Чеснок, перец, все у нас есть. Да, и сейчас лук нужно пожарить. Соль, перец. Да, духовку. Сковородка. Сковородку. А как включается? Я сейчас включу. Вот, и я Передать тряпку. окончил Сухую. колледж Влажную. Влажную, вот влажную. в 99-м, и меня распределили в маю в свое, в то время райцентр нашего района, да, Мегино-Кангаласского УЗ. А так я очень хотел идти работать у себя на родине, малой родине, в Тарате. Я всегда почему-то думал, что я буду там директором клуба или художественным руководителем. И это была моя детская мечта. Масло растительное. Сейчас. Есть всё. И... Сколько? Чуть-чуть. Ага, хватит. Так. И что надо дальше? Сейчас должны были пожарить лук и морковь на терке, да, или чуть... Нет. Профессионал, наверное. Профессионал, он может как только. Я так не умею. Вот. Мне посуда нужна, чтобы вот это сделать. Вот. И начал свою трудовую деятельность в мае в качестве главного режиссера досугового центра. Сразу почему-то меня поставили главным режиссером. И Вилку, ложку? Перец, лук. Вот перец, лук, соль. И чеснок. Чеснок есть? Чеснок. Вот. А потом меня перевели в Майнский народный театр. Чеснок у нас там, да? Да. Главным режиссером. Я уже там узнал, что моей компетенции в качестве театрализованного режиссера не хватает, и я поступил в Улан-Удэ. Попал тоже на именитого мастера, на заслуженного деятеля искусств Республики Бурятия у Туяны Баяртуевны. И я там отучился 3 года и стал режиссером театра. Уже театра. То есть конкретно то, что ты хотел изначально. Да. Вот. И потом я в 2005 году, почему-то вот когда вступил в силу 131 закон об общих принципах местного самоуправления, я... Не знаю, что такое, ну ладно, так. Это что такое вообще? И при чем здесь это хотел сказать? Ко мне пришли мои односельчане и знакомые, и сказали, вот, может попробовать свои силы на главу сельского поселения, откуда я родом, села Тарат. И я участвовал в предвыборной гонке и победил.
к своему удивлению, и стал главой. Да вы, батенька, еще и карьерист, да? Хотел бы сказать. Стал главой муниципального образования. Тарат. Тарат. В то время один срок был 2 года, и меня переизбрали, и я работал, был 4 года. избран главой своего села аж на 2 срока и 4 года отработал. И подумал, что я там поживу, в старости лет я буду жить там, построю дом, дети мои будут тоже учиться в Тюнгулю. бегать по Но Тарату. в то время глава нашего района Владимир Ильич Петицын очень конкретно и жестко настаивал, чтобы я стал начальником управления культуры своего районного. района. И Ну, то есть вот ты в уже где-то 2008 отличился, году, да. чтобы заметили, сказали, Да. ну-ка, под карандаш взяли, скажем, можно сказать. Да. И стал я начальником управления культуры Мегина Кангаласского улуса. В то время, когда я учился, работал главой муниципального образования, я заочно учился и закончил Дальневосточную академию госслужбы в Хабаровске, филиал здесь был. И вот я стал начальником и тоже 4 года отработал. Друзья, ты учился, как реально, как Ленин, да, завещал? Да. Учился, потом еще раз учился, потом еще раз 3-й раз учился. И в 2012 году Андрей Савич Борисов своим приказом меня назначил директором Якутского колледжа культуры и искусств. На что я тоже очень долго не соглашался. И мы с ним разговаривали аж 3 часа в его кабинете. И после я вышел, дав согласие. Ну, невозможно Андрею Савичу отказать. Вот. Особенно после 3 часов. Да. И я вот с тех пор являюсь начальником, не начальником, а директором Якутского колледжа культуры и искусств. Тем более у вас новое здание, да, красивое есть. И уже вот с 15-го, с какого года? С 18-го года наш колледж несет имя нашего директора, Аграфены Дмитриевны Макаровой. Да. Которая была тогда бессменным директором, да? Да. Насколько я не ошибаюсь. Так, сейчас нам надо замазать вот эту наши караси сметаной. Обмазать. Лопатку, пожалуйста. Лопатка. Хорошенько. Лопата. Здесь и мы добавили перец, лук. Вот, это, со стороны кажется культура, и там культура, да? Но колледж культуры это в первую очередь мы образовательное учреждение. Кузница кадров. Кузница кадров. В этом году исполнилось 80 лет, как со дня основания. И я начал уже от управленческой деятельности перешел полностью в образование. Это совсем другая Мы сюда сфера добавляем деятельности. Лук? Добавляем еще что-то, да? Нет? Не лук, ничего. Нет. Нет. И мне надо как-то было войти в колею, узнать, как бы сказать, все секреты преподавательской деятельности и что собой представляет вообще сфера образования. Реально побывать на полях. Да, и поэтому я тоже поступил в аспирантуру, в Высшую школу народных искусств в городе Санкт-Петербург. Попал тоже в очень хорошего, скажем, научного руководителя у Ирины Константиновны Дракиной, у доктора педагогических наук. И вот я был соискателем аж 5 лет. И в 2019 году я защитил научную диссертацию и стал кандидатом педагогических наук. Вот. Можно сказать, я сегодня и творческий человек, и управленец, Да, и менеджер, менеджер, манагер. педагог, а также действующий режиссер. Ставлю спектакли. Каждый год у меня премьеры. Потому что, когда руководишь творческими людьми, нужно, я думаю, все знать изнутри, всю кухню. Даже когда работал главой муниципального образования, я снимал короткометражные фильмы детские, «Кулемен», которые транслировались по НВК «Саха». И у меня был детский лагерь. Так. Когда я и начальником культуры работал, я тоже как-то умудрился ставить спектакли, и сейчас тем более, когда я... Это сложная деятельность, да, сочетать, вроде как, казалось бы, несочетаемое, да? Вроде как бы и руководитель, и менеджер, и творческое как бы это начало, потому что же творческое... Одно дело, да, когда руководишь людьми, коллективом, это такие циклические эти, а творческий процесс же не яму копать. Как сочетается?
Ну, творчество это, творчество... Вдохновение она сегодня есть, муза завтра не посетила, ну, например, тогда, как в таком случае? Ну, творчество это как спорт, да? Нужно тренироваться каждый день. Да ладно. Нужно тренингами заниматься, нужно какие-то идеи искать. А я думал, читать. таланта нету, Сюда все, тебе надо? закопали. Лист салата можно резать. Нет. Нет, да? Ага. Жестким трудолюбием тогда получается, да? Да, и Многолетние когда ты тренировки. натренирован, то ты тоже достигаешь каких-то определенных успехов в спорте и в творчестве также. Когда ты в этой сфере, когда ты что-то думаешь, что-то пытаешься ставить, Как бы что-то, сделать да, лучше, да. это муза тогда тебя посещает. А когда будешь лежать, просто думать, где моя муза, она никогда не придет. И поэтому это же профессиональная деятельность. Ну да, да. И поэтому он должен быть, иметь какие-то результаты, иметь, скажем, какой-то продукт. В качестве продукта мы выпускаем какие-то спектакли, концертные программы, какие-то массовые праздники. Вот. И поэтому творчество, это я всегда говорю и своим студентам, и что он очень похож со спортом. То есть нужно каждый день тренироваться, каждый день быть в тонусе. Это потом. Так, сливки добавляем? То есть практически получается, можно, что да. каждый человек Ага. может заниматься Можешь творчеством. передать сливки, пожалуйста? Да. Сливки? Да. Нашел. В этот раз быстро. Да, каждый человек, ведь творчество, каждый человек, скажем, приходит в этот мир с творческим началом каким-то. И у каждого есть творческие способности. И это нужно вовремя разглядеть, вовремя с ним заниматься, вовремя выявить какие-то его сильные, слабые стороны. И этим можно, чем и мы занимаемся, да? Мы не просто, В колледже. да, не просто готовим каких-то специалистов, а мы готовим именно творческих деятелей. Мне почему-то не нравится слово «работник культуры», да? Нельзя быть работником культуры, а деятель культуры больше, Деятель. да. Человек творчества, человек культуры, Слышится более величественно, да, да, получается? более как-то. Просто работать невозможно в культуре. Мы же запекать будем. Да, мы сейчас, запихать Тогда будем. надо включить. Запихаем. Ага. Пойдет. Пойдет. Так. Соль проверили. Немножко не хватает. Давайте я тоже добавлю соль. Чуть-чуть. Не хватает. Белую дай-ка. Вот. Получается, готовить вы любите. Да. Как сказать, я вырос, можно сказать, с 4 класса в интернате до 11 класса. Потому что и далековато было, да? И поэтому я, когда женился, я понял, что я очень далек от домашнего хозяйства. Те ребята, которые выросли в интернате, наверняка это знают. Я, оказывается, очень многого не умел. Не умел топить, скажем, печь, вот этими домашними делами заниматься. И даже... Мыть полы, посуду. Да, готовить тоже не умел как-то. Ага. И вот я всегда со смехом вспоминаю наши первые годы после женитьбы с женой. Да, мы оба не умели готовить. И как-то мы умудрялись готовить и суп, и жаркое, у нас много чего не получалось. Методом проб, да, интернета нет, ютуба нет, методом проб я заставлял себя каждое воскресенье готовить что-то для своих детей. Я начинал с пиццы. Ничего себе. Пиццу я готовил тоже, вот откуда-то узнал. Я думал кашу. Там Обычно же. в пицце у меня основа была не тесто, а хлеб был. И там на хлебу все, что есть. Да. И вот так дети каждое воскресенье просили, чтобы я что-то готовил. И вот начал всяко разное экспериментировать, можно сказать. Я вообще, россияне, да, те, которые родились в Советском Союзе и жили в Советском Союзе, мы очень многое
умеем. Я удивился, когда вот познакомился с друзьями из других стран. Даже они, смотря элементарные вещи, не могут готовить, не могут делать. И они удивляются, как... И для них это вообще из мира фантастики, что мы готовим, да. Казалось бы, это для нас очень просто. Само собой разумеющееся. Да, само собой разумеется. У них очень узкая специальность всегда, Да, так, специализирование. Да. И они даже не берутся экспериментировать. А у них стоит вот, я не умею, я не буду. Да, это не мое. А мы как бы даже не умеем и что-то пытаемся. Имеем наглость вот с такими профессионалами готовить что-то. Да. Возможно, даже тягаться. Да. Ну вот, и поэтому мы дети советского периода, да, или россияне, можно сказать. У нас в характере заложено что-то необычное, что мы можем ко всему научиться. Да. Захар, вот упомянул, ты много где бывал, да? Какая страна понравилась? Мне... И кухня, раз уж мы кулинарная передача у нас. Для меня это как сказочный сон. Это когда я был в Швейцарии. Нас поселили в одном фестивале, да, Альпийские горы, в поселке Эвелен, где живет 800 человек всего лишь, но имеет, мы там посчитали аж 16 ресторанов. В маленьком поселке, и кто 16 ресторанов, они зимой не работают, и именно работают во время фестиваля. Вот у них проводится каждый год вот, именитый фестиваль. Мы в каком году были? В 2014 году были там. И это вообще, и кухня, и то, что вообще сказочный поселок по нашим меркам, да. И там мы поднялись в Альпийские горы, и я решил своих ребят угостить якутским супом, потому что мы очень долго были там. И я пошел в местную лавку, хотел купить мясо. А там 100 грамм в то время стоило в порядке $120 или что-то. Очень было дорого. Так. Да. И я вот стою, и у меня денег не хватает, как бы купить мясо в такую сумму. Меня как-то и менталитет, и деньги не позволили. И я решил купить одни кости. Ага. А оказывается, там они очень так делят мясо и на мякоть, и это, да. И я решил купить, красиво сказать, суповой набор, да. И вот я сейчас... Но благо возможность готовить была, получается. Да, наш гид там принес такую большую, как типа казана, посуду, и мы там сварили отличный якутский суп. Вот. Так, а между тем, Семен у нас уже красив, и сейчас у нас готово для духовки. Да. Так, чуть-чуть осталось. Что ты предлагаешь это сделать? Помещу. Рядом. Еще раз? Рядом помещу. Рядом? Ну чтобы потом, если кто хочет, отдельно, да? Да. Даже такая хитрость есть. Ну, я не знал, что так можно. Да, я тоже так думал, мы это отдельно просто съедали и все. Да. Хотя это практически готовое же, да, получается же? Так, пожалуйста. Ну, то, что вы готовите, есть отличия или как вы тоже так готовите, да? Мы чуть по-другому готовим, конечно. Ну, иногда я жарю сковородки. Да. Сперва жарю, чтобы была вот эта хрустящая. А слышал, что карасей солят? Солят? Да. Нет. Семен? Солят, как, 5-минутку, что ли? Нет, соленые караси вообще. Ну, бывает же соленая рыба там, да? Да. Слышал? Нет. Да. Да я не слышал. Вот. Практически все что угодно можно делать так. И из заграничных историй, да, однажды мы были в фестивале в Турции. И там, оказывается, просто нас, они же очень культурные, да, и всегда... Тем более вы фестиваль культуры. Да, конечно. фестиваль культуры. Ну, куда деваться, как говорится. И они подумали, что мы приезжаем очень издалека, и у нас просто хотели, чтобы мы были в качестве гостя в одном из фестивалей. Там был
презентация своей национальной кухни. И вот мы стоим, да, все наши друзья там со своими блюдами стоят, у них у всех красиво, а нас просто не предупредили. И мы стоим без ничего, как бы, да, бедные ходим. И я зашел в местную кухню того ресторана, и там я от себя очень удивляюсь, когда я бываю за границей, я могу заговорить хоть на любом языке. Так, Здесь, хотя не знаю, но там я могу... Вдруг изъясниться? Да, откуда появляются какие-то школьные знания или студенческие знания, я могу говорить. И вот я в ресторане я готовил на большой тазике якутский саламат, и мы вышли и презентовали вот этот якутский саламат, и все были довольны. Ну, многие говорили, что очень похож на жульен, но тем не менее и мы были радостные, да, то, что мы можем презентовать свое блюдо наравне со всеми. И вот однажды саламат нас спас. И давайте Вот, сейчас... и сейчас тоже. Да. Да. Сейчас тоже саламат нас, ну, я не знаю, спасет, не спасет, но хорошо. Делаем саламат. Первым Масло? делом масло. Так, Масло. давайте мы вот это грязное уберем. Давай. Это я. Сейчас, подожди. Я по этой части. А, ты? Хорошо. А он включилось? Так. На максимум поставлю. Да, я саламат тоже готовлю, можно сказать, по своему рецепту. Чуть-чуть отличается от традиционного саламата, да? Где заимствован рецепт? А? Рецепт где заимствован? Просто сам, Тоже можно система? сказать, выработал. Да я же, ну, многие, да, сейчас и очень жирное же стараемся не есть. Ну, как бы считайте, что Да, вредно. это как очень вредно. Да. И поэтому Стало считаться, что вредно. я подумал, что, ну, это мое любимое блюдо, от которого я не могу отказаться, да. Можно вместо сливок добавить воду, можно вместо воды добавить бульон. Я всегда добавляю бульон, говяжий бульон. Тогда оно становится каким-то совсем другого вкуса. Да, конечно. И, На чем, да? да, и у меня есть возле дома якутский балаган, и мы как раз завтра должны собраться с друзьями, и я буду тоже готовить традиционный саламат. И многие говорят, что у меня саламат очень хорошо получается, и такого саламата они нигде не едят. И Потому что он на бульоне. Да? Да, секрет в том, что он на бульоне. И много чего я вот пытаюсь экспериментировать. Когда я готовлю суп из потрохов, я добавляю капусту. Тогда вот этот вкус становится тоже совсем другим. Не просто вот этот потроха, да, а он становится каким-то, ну, я думаю, капуста чуть-чуть придавляет, Ну, сглаживает эти острые моменты. Да, острые уже, моменты, когда, ну, сам знаешь, наверное, очень Да. специфические как говорится. блюда, особенно... Не к месту и к несолу будет сказано, ну понятно, да. Специфика и в потрошков есть. Ну что делать? Что мы делаем? Саламат. Саламат. Да, мы время засекли, карасей. Да, Мы знаем. Сколько времени нужно? 30 минут, да? 20-30 минут. 20-30, 200, да, на Да. 200. И 180. 180, ну, Побольше. можно и 180. Так, мы сейчас тогда делаем салат. Сейчас. Нужно что тебе? Сейчас солим. Так, подожди. Аккуратно. Проверим. Ага. Ага, соль. Соль. А, ты солишь в начале, да? Ага. Растапливаете масло. Мука нужна, я Мука. насколько я знаю. Да, и Венчик. Венчик. Пойдет такой? нет, деревянный лучше. Лопатка? Ага. Хорошо. Не, ты венчик, да, все равно? Все равно дать? Да. А еще есть вот такая штука. Мутовки нет, да. Нет. Вот, саламат, почему, я думаю, у многих не получается, потому что они готовят на очень, вот этот огонь очень много делают. Да, ну это очень много стоит, Миша. У меня очень много стоит, да? Пятерка. А, нет, пятерка, Семен добавил. Нормально. Это нормально, это средний огонь. Да, в среднем огне, лучше в маленьком огне, вот, не спеша нужно готовить. Тогда и всегда любое блюдо зависит от посуды, да, на чем готовишь.
от сковородки, от дна, от всего. И поэтому у меня дома, например, есть свои любимые эти сковородки, миски, да, где Ну да, очень всегда ж так, хорошо да. получается. Да. И вот я очень волнуюсь. Вот. Ну А да, вдруг тут у меня не с получится? огонем теперь Я начать. впервые здесь и Не свое. да, и как любой якут, я очень верю в то, что нужно, ну, не просто как якут, ну, любой человек, который готовит, должен вкладывать свою душу, да? Кусочек любви. Да. Кусочек любви Сушечка это у нас поднимается. Можно уже добавлять, наверное, муку. Муку просеять нужно и одним залпом нужно добавить. Не чуть-чуть, да? Я всегда добавляю одним. Раз и бросить. Раз и много. Этим Так. лучше будет. Этим лучше будет, да? А если густой получается, то есть ты на глаз уже делаешь? Да, я на глаз. Ну, это очень меньше будет. Давайте еще добавим. Еще больше? Да. Ага. Так. И уже можно. Я долго не жду, да? Я же говорил, что у нас будет это чуть-чуть пышный саламат. Не так. Ну, у тебя консистенция получается именно такая, да? Вот Да. плотненькая. Давайте молоко Молоко. или молоко Это можно молоко добавить. есть, сливки есть. Сливки. Ну, молоко лучше будет в данном случае. Ну, чтобы не слишком жирная, да? Да. Хорошо. Все, так. И потом можно добавить бульон. Ну, в нашем случае вода. Я, Мы же не будем делать слишком жирно. я этим не умею пользоваться вот этим. Штукой? О, да. Так, ничего, Лучше ничего. мне вот лопаткой. Так, ничего страшного. Так, убавить огонь, да? Ага. И это у бурятов тоже есть свой саламат. Не только у якутов. Бурятский саламат, он такой жирный, Ага. такой специфический. А они добавляют же и жир даже Наверное, в чай. вот это добавляют, да. Коровий жир они добавляют, видимо. И бараний жир. То есть. Бараний. Как у них называется вот это сало? Курнюк. Да, курдюк, видимо, Курдюк. добавляют. И у них очень специфический саламат, и он, думаю, пожирнее, чем наш саламат. Сейчас, так как у нас бульона нет, мы воду добавим. Водичка. Да, водичку. Ну, стакан воды хватит. Ну, Ну, давайте с бутылки сразу, да? да, пожалуйста. На глаз. Как хочешь. Хватит. Хватит? Хватит. Да. И сейчас уже можно огонь добавить. Давайте вот так. Да. Вдвоем. Я Держи. обычно мутовкой сбиваю, Ага, дык-дык-дык, да. да. И тогда она получается как бы. Ну, можно потом растопить масло чуть-чуть и потом добавить вот ложкой. Ну, наливаешь. Ну, это как в кашицу, да. Да. Чтоб Тогда каша была. он, ну, кто может любить пожирнее, да, кто Вот любит, у нас масло благо осталось. да. Ну вот, Ровно такая консистенция получилась. да. Захар, а что ты любишь кушать больше всего? Что ты любишь кушать больше всего? Я, Любимое блюдо? я по роду своей деятельности очень много ем в столовках, в кафешках, да, и поэтому мне нравится та еда, которая готовится дома, независимо, ну, когда жена моя готовит. И мне Молоко- больше всего, конечно, Молоко нравится. добавляем или нет? Нет, Сливки? Нет. да? Мне больше нравится вот якутский простой суп без ничего, без никаких приправ, Сахалы мин. сахалы-махалы мин. И особенно вот моя теща очень готовит вот с лапшой якутской. Мы всегда, Это не надо. когда собираемся, всегда любим говорить, что суп с витамином Х, просто так. А это что значит? Ну, она делает вот это якутское, лапшу якутскую лапшу, делает. ну да. Она делает. И однажды
пришел, и вот белье же вешают. Да-да-да, И веревка. очень много вот таких стоит. Я удивился. Оказывается, обветривают вот эту лапшу. И очень такая она не хуже, чем итальянская получается. Наполняет кислородом, да? Наверняка, наверняка. А. И мы, когда вот с семьей тоже собираемся и едим вот первый, ну, финиколин день, да, всегда собирались и ели вот якутский суп из уток. Ну, когда все приносят свою, Сахалы лапсалах. да, сахалы лапсалах, шейвавала. Да, и чуть-чуть ждем. Иногда масло же отделяется, да, вот выходит, а иногда не выходит. И это еще. А это от чего зависит? Ну, сейчас не отойдет. Не отойдет, да, потому что воды много. Ну, оно как Мне, бы. мне кажется, правильная консистенция это. Ага. Я бы даже жиже, может быть, сделал. Семен, как ты считаешь? Ну, я могу добавить масло. Масло? Ну, или лучше молоко добавить. Молоко добавить, да? Чуть-чуть молоко. А то есть на каком этапе что добавлять не принципиально, да? Да, 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 да. Ну, это красота. Ну, ты можешь управлять консистенцией, какой нравится тебе. Да, да, я Можно поэтому я добавить, и говорю, да, можно, чуть-чуть пожиже, убрать. может быть. Ага. Да, и на завтрашний день можно же его уже разогреть и добавить молоко или сливки, тогда у тебя обратно Ну, это получится. же, да, практически тоже. же, это же каша. Да. Саламат. Саламат. Ну, как бы Саламат. ритуальная обрядовая еда считается, да? Мгм. Роженицам дают саламат. Да. Очень... Потому что питательная, калорийная. После Силы придает. Да. долгой езды на транспорте вот очень помогает, да? Мгм. Вот путешествие, когда приходишь и ешь саламат, и Рассытый. живот становится мягче, и как бы дисбаланс делает баланс. Дисбаланс, баланс. Слушай, Захар, а ты же еще председатель Творческого союза работников культуры. Да, я Когда ты этим стал, и это что вообще такое? Чем вы занимаетесь? Когда я учился в Санкт-Петербурге, у меня появились очень хорошие друзья, которые занимаются именно продвижением российской культуры, и у них есть Союз творческих работников культуры России. И как раз у нас в Якутии не было филиала, и они мне предложили создать филиал того союза у нас здесь в республике. И Взять, скажем, по нынешним говоря, франшиза. ну, типа такого, да. Культура, она очень... и здесь и библиотекари, и музеи, и театралы, и очень... памятники. Да, очень такое. И поэтому должен был быть как нашей миссией, да, который все объединяет разноплановых людей, которые занимаются одним делом, как бы казалось бы, да, но у нас очень каждое дело очень специфическое. И поэтому мы объединяем всех творческих людей, которые работают на ниве, на сфере культуры нашей республики. Независимо он библиотекарь, художник или композитор, они могут быть членами нашего союза. А много членов? Да, там театр эстрады наверняка, да? Да, у нас сейчас насчитывается где-то 60 человек, которые стали членами нашего союза. И для этого нужно иметь какой-то республиканский проект республиканского значения, да, и 5 лет работы или заниматься творческой деятельностью. Без отрыва, можно сказать. То есть через 3,5 года теоретически я тоже могу стать членом вашего творческого союза. С радостью примем. Всего-то 3,5 года осталось. Так, ладно. Так, салмат у нас готов. Да. Вытаскиваем карасей. Положенное время у нас прошло. Наконец-то. Аптай. И что, сервиранем? Давай тогда кто-то саламатом. Давайте я саламат. Давай, Захар, ты саламатом. А Петр у нас... А я могу рыбой или Семен рыбой. Ну, к саламату можно добавить каждому отдельно какую-нибудь начинку, да? Кому-то язык, кому-то жеребятину, кому-то грибы. Как говорят по-якутски, астах саламат, да? Да. Ага, гриба. Даже это бруснику можно добавить. Ну да. Кто что любит. Я помогайка.
А так основа Опа. из Так, это саламати. вот сюда положим, ребятам, чтобы показать на камеру. Аккуратно. Так. Она на сметане, и поэтому чуть беленькая получилась. Но если еще чуть-чуть продержать, то можно вот это получится. А это такая- оставим. Да. Это оставим. Давай это отложим в сторону. А это крупно. Взяли? И что? Ну, пора наступать. Самый большой гостю. Да. Я вот это возьму. Саламатики. Ну что, Пробуем. приятного аппетита. Я сначала саламат попробую. Саламат вилкой. Ну как, нормально, да? Вообще нормально. Мгм. И теперь рыбу. Здорово получилось. Ну что, подытаживая, что я могу сказать? Захар, спасибо тебе большое, что был гостем нашей передачи. Ну и традиционная, третья традиция наша, обязательно дать гостю слово для того, чтобы пожелания нашим телезрителям, пожалуйста. Ну, культура. Во-первых, спасибо, Петр, за приглашение. Ну, культура – это не только наши песни и танцы, да, но это и в первую очередь знакомство с любой культурой народа начинается с его национальной кухни. И сегодня мы готовили, думаю, наши якутские национальные блюда, которые мы благодаря Иннокентию Иннокентьевичу Тарбахову знаем, да, и Конечно. благодаря ему вот готовим. И он действительно очень многое сделал, чтобы наш народ имел свою кухню и гордился именно своей национальной блюдой. И этот год – год культурного наследия народов России. И Кстати. именно в этот год, и, думаю, многие народы думают не только о сегодняшнем состоянии своего народа, но и смотрят историю и наверняка думают о будущем своего народа. И именно опираясь на культуру, именно на самобытность своего народа, нужно выстроить свое будущее. И каждая миссия любого человека – это сохранение и распространение, приумножение своей уникальной самобытной культуры своего народа. Чего и я желаю всем телезрителям, чтобы они передавали все, что было накоплено нашими предками, своему будущему поколению. Все. Захар, спасибо тебе еще раз большое за то, что был гостем. Спасибо вам. Захар Никитин, директор колледжа культуры и искусств. Семен Тарбахов, Петр Цепандин. На этом потихоньку мы, ребята, с вами прощаемся. Будьте здоровы, мирного неба над головой. Ну а что, мы продолжаем кушать. Приятного Обязательно нам аппетита. нужно. Да, как раз аппетита. передача будет выходить вечером, а у нас время обеда. Ча, дядя. Ча, Дед Мороз, да, красота. И за кадром сказано: желаю тебе здоровья, любви, счастья и творческих успехов.